Республика и Монди-Сыктывкарский ЛПК расширяют возможности социального партнерства. Сегодня появилось новое соглашение о сотрудничестве. Документ в присутствии Сергея Гапликова подписали вице-премьер Константин Лазарев и генеральный директор предприятия Клаус Пеллер. Как отметил глава региона, этому предшествовал активный переговорный процесс, в ходе которого урегулированы вопросы, связанные с пониманием социальных направлений, которые должны быть поддержаны гигантом на вычегде и степени ответственности за эти процессы со стороны компании. Говоря о впечатлениях от визита на производственные цеха, глава особо отметил роль президента России в развитии лесопромышленного комплекса. Меня всегда впечатляет то, что с легкой руки президента происходят такие действительно фундаментальные изменения, особенно в промышленности, особенно в формировании серьезных направлений улучшения нашей конкурентоспособности. И здесь, безусловно, то, что за последние годы, начиная с 2006 года, когда Владимир здесь первый раз был, конечно, здесь изменения колоссальные. И тут надо отдать должное, безусловно, тем обязательствам, которые выполнены, которые были даны и реализованы. Модернизация, естественно, идет своим чередом. И я уже сегодня говорил на совещании, что в ближайшее время компания подтверждает почти 10-миллиардные инвестиции. И это серьезные изменения, в том числе формирование внутренней инфраструктуры и тех мощностей, которые сегодня, опять же, улучшают качество и дают возможность расширять на ту географию, которая сегодня есть по экспорту и по внутреннему потреблению. Кроме того, понимая особую социальную роль бизнеса, предприятие продолжит поддержку в развитии лыжных гонок и футбола, а также в проведении чемпионата России среди лесорубов на территории Коми. Общий объем средств, предусмотренных на эти цели в этом году, 55 миллионов рублей. Татьяна Супряткина продолжит. Монди и ЛПК – один из крупнейших градообразующих предприятий Коми. Здесь трудится почти 5000 человек. Только в 2015 году в бюджет региона поступило 3 миллиарда рублей налоговых отчислений. Компания в рамках социального партнерства участвует в софинансировании муниципальных программ развития малого бизнеса. В нынешнем соглашении перечень социальных программ еще увеличился. Мы урегулировали ряд вопросов, связанных с пониманием компании того, во что необходимо в социальном партнерстве вкладываться. И, конечно, какая степень ответственности за эти процессы, в том числе, лежит и на компании. Конечно, нам были сделаны определенные предложения. Мы их рассмотрели и, в принципе, пошли на определенные партнерские договоренности. Я хочу сказать, что это улучшает соответствующий, в том числе, инвестиционный климат и привлекательность тех ресурсов, которыми сегодня располагает не только Монди, но и республика. И в ответ компания, рассмотрев наши предложения, наши ответные действия, пошла на, мне кажется, за последние годы беспрецедентные шаги, вкладывая, по сути дела, в социальное партнерство более 300 миллионов рублей. Из них 250 миллионов пойдет на восстановление дорог. Кроме того, в планах компании строительство новых твердых покрытий и мостов. Объем инвестиций в ближайшие 3 года на эти цели составит около 3 миллиардов рублей. Этот договор, этот протокол важен для нас, как каждый год. И, как я сказал, это первый раз, когда мы подпишем начало года или в июне или в июле. Мне кажется, это очень качественное дело. Что значит протокол для нас? Это не только экономический компонент, это тоже социальный компонент. Потому что у меня работает примерно 5000 человек. У них есть семьи, и у меня есть ответственность, что они хорошо, безопасно и нормально работают у нас. Формы государственно-частного партнерства надо развивать. Республика готова идти навстречу, отмечает губернатор. Бизнесу и власти надо уметь слышать друг друга. Только в таком случае будет совместный результат и дополнительный стимул к социально-экономическому развитию. Татьяна Супряткина, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывкар.